посвящается Потапов Фест в городе Псков. Национальные театры России превратились в инструмент поиска ориентиров и смыслов культуры. Их эстетика пытается выявить истину о народе, вступающем в эпоху глобализма, с интенсивной миграцией и всеобъемлющим давлением массовой культуры. По-своему этот поиск осуществляет в Саха-театре и театрах Евразии Сергей Потапов, заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия, выпускник актерского отделения Республиканского колледжа культуры и искусств, выпускник мастерской Марка Захарова, режиссерского факультета ГИТИС, лауреат и номинант Всероссийской театральной премии «Золотая маска», в творческом багаже которого уже более 60 постановок в театрах Евразии. Он принадлежит поколению, чьи годы становления пришлись на социальную неразбериху 90-х, вобравших причудливое единство советской идеологии, в которую уже особо не верили, рационализированное этническое сознание с подсознательными кодами этномифологии и сознание массовое, активно транслируемое поп-культурой. Творчество якутского режиссера Потапова стало выявлением в застывших пластах культуры живых зазоров бытия, восстановления преемственности истории. Это попытка восстановления символических смыслов, внесения живой атмосферы в мертвеющие культурные формы, формирования новых токов роста, кристаллизации новейших форм национального бытия. Трагическое веселье, шутовство и балаганность умело используются им для формирования особой потаповской иронии, его фирменного стиля, за которым скрывается как за маской якутский режиссер. Гротеск, часто используемый прием, скрыто готовит на уровне подсознания последующий шок, а в образовавшемся зазоре суггестивной паузы подается тонкая и нежная истина. Потапов научился делать так, чтобы зрителя осенило не прямой волной сюжета, а ее обратным ходом. На поверхности сюжет и мастерски заданный непрерывный поток напряженного сюжета, составленный отточенными приемами всегда к месту музыкальным сопровождением. В остатке рождаются мысли, волнующие зрителя и самого режиссера. Потаповым проведена параллель между вязким мифобессознательным и рацио сознательного опыта. Результатом явилось появление спектаклей «Бастардов», подобного соединения полулюдей, полуживотных, трикстеров, обитающих в квадрате сцены вместе с главными персонажами. Они порой и останавливают на себе внимание избалованного зрителя пугающей якутской хтонией. Конструкция спектакля заточена на точное философское срабатывание. Это переход от слепой инерции традиции к метафизике пронзительно острой паузы, приносящей мысль. Быть наказанным при жизни – главный итог героев его постановок. Персонажам его спектакля удается высвободиться из пут мифологического, стать один на один с миром и из этой точки спросить: а теперь кто кого? В багаже внутренней лаборатории режиссера широкая палитра эстетических приемов и находок. Подчас их своеобразие вырастает из уникального качества постановщика, сохраненного им с детства. Он умеет по-детски искренне играть в придуманную игру, с той лишь разницей, что живые герои на сцене заменили его детские фантазии. Отсюда отношение к постановкам, они должны ему нравиться. В них нет выморочной идеологии, он идет к замыслу как второму шагу, продукту шага первого, игры социальной физики, которую он развязал на подмостках. Он умеет моделировать игру так, чтобы она вобрала зрителя целиком и заструилась, как ручеек. В этой игре зритель что-то начинает понимать, обретая полноту бытия. Без этого качества игра
не мыслится. Каждый новый его спектакль – это игра с собой и со зрителем, авторское путешествие в настоящую жизнь, лишенную надуманности и бездушия. Эти игры по-детски где-то наивны, где-то до глубины искренние и чисты, что вместе с тем не лишает их детской жестокости, ригидности и нонконформизма. Спектакли Потапова дарят откровение для поколений зрителей. Они становятся отдушиной от худшего спектакля жизни, никудышными режиссерами, которым мы, зрители, и являемся.